Яснок. Ну и сейчас получается со стороны Яснога еду до моста, до речки Сысово. Сегодня 2 апреля. Вот так вот. Местами, конечно, мы это в прошлом году вот щебенку посыпали. Она пока так тоже в кашице вся, непонятно. Если бы, конечно, всю грунтовку засыпали, может, было бы и получше. А так вот по бетонке приходится ехать. Это еще вроде как более-менее ничего. Там позади чуть похуже было местами. Сейчас ливень был с этим, с громом сильным. Первый раз, наверное, в этом году. Я еще в этом году ливень гром не слышал. Вот такая вот дорога. Щебенка почему-то вот местами, она не везде. Там были участки, вообще каша такая грунтовая, а щебенки нету. Может поменьше, если сейчас попробую по щебеночке. Она такая, нет, можно, конечно, зарыться, ее надо уплотнять, трамбовать, накатывать. Она такая подзарывается, подпроваливается машинка. Так вот потихоньку. Сейчас вот метров, наверное, через 200 будет поворот на Пырымват. Как-то щебенка даже вот тут как-то на бетонке, а слева ее на грунтовке нет. Или уже колесами ей сюда, что ли, затягали. Ох, какой момент тут нехороший. Еще местами арматура сплит торчит, вот кашица такая. Здесь на легковой-то, конечно. Сейчас лесовозы ездят, конечно. Вот, и лесовозы еще намесили. Скоро дороги закроются. Вот тут есть предприниматель один. Ну не здесь, он далеко, я не знаю, может, километров. Стараются лес вывозить. Там вроде дальше вот опять щебеночка, вроде как более-менее. Вот лесовоз как раз навстречу едет. Пустой. Тоже, блин, бедная техника, это лесовозная. Но вот это вот они Мерседесы у него в основном участники вот это. Но все равно, блин, там столько километров. Немало по грунтовке такой. Да? А что меня пропускает? Да я там на щебенку свернул, что ли? Там еще легковая. Они боятся на грунтовку заехать, потому что там подзасосет. Пырымват, кто помнит. Вот, и также эти лесовозы обратно ползут, только груженные по бетонке вот здесь. По грунтовке-то и боятся слезать. На грунтовке, вот по грунтовке, конечно, они, наверное, не проедут. Конкретно подзавязнут. Так только потихоньку, сколько едут. 10 километров в час. 10.
10-12. Но смысла тут гнать тоже нету, потом под капотом все в песке, в грязи. Еще один лесовоз ездит. Но их тут много ездит. Я даже слышал, днем был в поселке. И по объездной за поселком там грохот такой у них от стоек. Ну, гремят же они. Что, пропустим сам моргну поворотником, что поеду слева. Пусть едет по бетоночке. Потихонечку проползу. Это с манипулятором даже поехал. Грузить, наверное, он их там будет. Снег еще лежит. Ну это размыло, дождей уже было много. Сегодня еще ливень был. Не было бы дождя, снега было бы предостаточно. В этом году какая-то весна ранняя. Рановастенько все подтаивает. Тепло. Наступило пораньше, мне кажется, чем в прошлом году. Так, вот дежурная будка здесь, работник находится. Обычно дежурный. Контролируют ситуацию. Вот лесовоз, я не понял, где они, интересно, проехали. Так, след вроде идет. Да, справа они по своему мосту там проехали. Ой, машина придется пропускать. На той стороне знак, потому что такой, нужно пропустить их. Такая тут обстановочка. Не знаю, местный нет. Ладно, поехали. Тут, наверное, на рыбалку уже, наверное, не пройти сейчас. Здесь такие плиты. Туман после ливня, туманчик такой появился. Выход на лед запрещен. Река Сысола. 5 километров в час. Так, вот тут участник, у него потом по понтоновому мосту проезжают лесовозы. Вот такая вот река Сысола. По левую сторону и по правую. Сейчас тут тоже такая плитная дорога, участок, а потом по Ибу, и после плит там будет небольшой участок асфальта, такого не очень хорошего тоже, а потом поворот на Волокул, и там в прошлом году, кстати, пошаманили дорогу местами, ну более-менее, хоть едешь 50, там 60 местами можно ехать спокойно. Там знак ограничения 40, конечно. Ну так вот. 50-40 спокойно едешь. Раньше было ползешь вот местами такие же. Убойные на маленькой скорости. Ямы там такие были, что аж по обочине объезжали. Вот заканчивается плиточная дорога. Вот тут мост. Вот я тут рыбачили раньше, много людей. Такая вот тоже непонятная хреновенькая дорога. Опа. Тут как будто бы асфальт вот сейчас должен быть. Ну, как бы. Ну, есть он, но такой. Постольку, поскольку. Требует внимания этот асфальт, конечно. Если
бы только легковые ездили, может было бы нормально. Ведь лесовозы ездят, тоже дают о себе знать. Они же тягают там не по 20 кубов, как было примерно в советские времена, 2 пачки. По 3, по 4 пачки везут. Какая тут будет дорога? Тем более ее, наверное, не знаю, я так на своей памяти я даже не помню, что ее тут ремонтировали. Возможно, и было такое, но я не знаю, не помню. Вот такие вот моменты приходится объезжать все. Здесь асфальт. Я уже с поселка еду, уже еду так, 27 минут с поселка еду. Еще видно тает начал, вот растолкали снег, чистили дорогу. Так была бы тут вообще, я не знаю, жестянка. Ну, скорее всего, если бы не почистили, не проехали. Кто-то меня нагоняет. Пусть нагоняет, я потихонечку. Нива, что ли, какая-то. Да, Нива какая-то едет. Гоняй, гоняй. Какой-то усатенький дяденька в очках. Не знаю его. Я лучше медленно, но уверенно. Сейчас вот будет поворот на Волоку. Вот прямо дорога идет, она выходит на Кировскую трассу. Но там лесовозы по-любому дело свое сделали. Так что мы поедем через Волоку. Даже Нива, я не знаю, город он или не город, но по крайней мере он повернул направо. Вот здесь сейчас будет более... Сейчас вот проедем, тут еще низ спуск. Родничок тут будет, который никогда не замерзает. Тут есть моменты тоже такие ямочные. Опа, опа. Сейчас вот мост проедем. Там более-менее начнется уже. Но там будут такие моменты небольшие, это по сравнению с этими участками. Там просто ягодка. А вот родник, который никогда не замерзает. Так, не буду спускаться. Источник преображения Господня. Здесь вот такой момент нехороший тоже. Оп, оп. Мост. Чик, чик, чик. Сейчас я не знаю, наверное, сколько тут. Ну, немного, и потом уже вообще начнется. Можно сказать, отличный асфальт начнется, который шаманили. Его позапрошлом году делали. В прошлом подзакатали. Позапрошлом, конечно, сделали, я так вообще был чуть удивлен, что там участками, отрезками небольшими, там бывало даже 30 метров закатано, потом хоп, яма, 30 метров закатано, не знаю, ну видно, на что денег хватило, что выделили. Тут душочка. Это уже Волокул. Тут уже дорога более-менее. Раньше тут были поля, картошку совхоз сажал. Ну не только, наверное, картошку. Ну, последние разы уже картошку. Там все сейчас зарастает борщевиком. Не смотрю,
до любой деревни в России. Вот все, опять участок начинается не закатанный, не подшаманенный. Ой-ой-ой, ямочки. Так вот сделали дорожку здесь. Опс, опс. Вот сейчас опять кусочек. Оба. Оп, сделанный. Далее нет. Все, закончилось. Ну и вот так вот, в общем, по всему. И, наверное. Там вроде более-менее дальше. Ну вот так вот, моментами. Где-то сделали, где-то нет. Лежачий полицейский. Пешеходный переход. Чик-чик-чик. Вот справа, смотрите, какая, да, вообще яма. Там сейчас опять будет нормальный участок. Но тут надо было, да, когда в обратную сторону едешь, подъем, так на автобусе, для автобуса вообще тяжко было. Потому что не разогнаться в этот подъем, потому что там такие ямы были. Вот такая вот дорожка. Хорошо машину не помыл. Хотел машину сегодня помыть, чуть-чуть хотя бы. Смысла бы вообще не было. Но доползу как-то до асфальта потихонечку, чтобы сильно не запачкаться. Как-то строятся, смотрю, люди. Ну, дачники, скорее всего. Ну, местные тоже строятся. За съемку некачественную. Снимаю вообще то левой, то правой рукой. Держатель у меня